Я Агнаева Зарина. Занимаюсь организацией поставок люлек к нам сюда, в Осетию. Обшиваю все постельное белье, которое вот нужно для люльки. Я все это шью. Вот, начиная с, как сказать, старинных или как первоначально, как делали вот эти матрасы с отверстием. Вот начиная с матраса с отверстием, ну и красоту навожу уже по требованию клиента. Начиналось с современных каких-то штучек, вигвамы, там бортики, все такое. Но когда я начала закупать ткани, там был сам продавец, мне сказал, что вигвамы это не совсем практично в Осетии. На Кавказе я могу попробовать заниматься пошивом постельного для люлек, потому что этим сейчас мало кто занимается. Вот. Потом, ну и потихоньку я начала это делать. А потом супруг мне подсказал, что если я это шью, то будут люди, которые будут спрашивать сами люльки. Я нашла поставщиков через соцсети. Причем они не осетины. Люльки в основном мусульманские, но наши традиционные, когда я их прошу, они нам делают традиционные наши кавказские, ну, осетинские люльки. Хотя они изготавливаются абсолютно разные. Есть более низкие, то, что означает, что они мусульманские. Наши осетинские люльки, они более высокие. Есть девчонки, которые, ну, ребенок в памперсе, и люлька выполняет функцию просто удобства. Или покачала и пошла делать свои дела, все. А для кого-то это прям вот люлька, которая смочит водом, как это раньше было, шипа называлась эта штучка. Учитывая желание клиентов, бывает матрас. В моем случае я делаю матрас на матрасник, простыня, завязки, подушка для колен, ортопедическая подушка для головы, накидка и одеяльце маленькое. Вот это составляющая. Если это с отверстием матрас, тогда это матрас, 2 подушки. Матрас раньше делался из сена, наверное, туда клали, вот гобна. Вот самое первое, большой, широкий. Наоборот, он был тонкий, он создавал вот эту плотность, а на нее уже ставились 2 мягкие подушки шерстяные. Я делаю наоборот, я делаю уже сам матрас, делаю толстым, чтобы верхние подушки, их было легко постирать. Они сделаны из хлопка, 100% хлопок, все абсолютно. Даже бархат, турецкий хлопок. У меня синтетического вообще не используем, синтетические материалы. И даже матрас, это турецкий хлопок, просто он как-то обработан по-другому, он водоотталкивающий. Я матрас шью вот из этого. Если говорить о стилистике, тогда это напрямую вот полностью зависит от клиента. Какие-то вещи, естественно, я им уже подсказываю, потому что у кого-то есть в доме старший, там свекровь, мама или кто-то, а кто-то вот просто сам хочет. Есть очень много молодых девочек, которые сами хотят. И тогда я им подсказываю. Они, может быть, видели, как это, а я уже на практике знаю, что лучше. И я вижу уже, я смотрю на клиента, и я уже вижу, будет она с мочеводом пользоваться, или все-таки она будет в памперсе класть. И я вот эти нюансы все объясняю. А по моделям, да, по моделям они прям, ну, это дело вкуса просто. А бывает такое, что чаще всего готовое забирают. У меня просто ассортимент большой. Я за один поток отшиваю, допустим, 20 комплектов. В этих 20 комплектах бывает, наверное, 5-6 видов, то, что может понравиться. Где-то просто кант, стильно, чтобы это просто было, где-то красиво, дорого, богато, где-то в стиле Прованс, вот мое любимое, а где-то просто нарядно-праздничное, вот то, что за мной в жемчуге. И есть еще один комплект, который вот на Авдан, Батан. Более состоятельные люди, они заказывают 2 комплекта, праздничный и повседневный. Вот эти вышивки, они есть в синем цвете, в зеленом цвете и в красном. Тут тоже идет двоякое мнение. Почему-то считается, что синий и зеленый мусульманские цвета, и в основном у нас берут красный. Я, когда это начинала, у меня был страх того, что это сейчас уже не модно, не востребовано. Уже со временем, я, когда в социальную сеть вошла, где именно это
ну, вот рекламируется все. Я была просто в шоке от того, насколько это реально востребовано. И когда вот недавно была выставка, посвященная Дню Хетага, когда я поставила, все думали, что это просто как произведение, ну так как экспонаты такие музейные стоят. И хотя уже приходили мои клиенты, уже чтобы наглядно посмотреть все, и для многих это было просто дико, просто фотографировались. Были такие. Но я вам могу сказать, что это очень востребовано. Самое большее, что меня удивляет и радует, что это более востребовано среди молодежи современной, потому что сейчас идет очень большая агитация на патриотическое воспитание, на национальные какие-то вот эти моменты. Это очень ходово. Очень огорчает, что ребята, которые здесь живут, девушки, ребята, которые здесь живут, им это не интересно, они гонятся за современным, а ребята, которые уехали с Осетии, Санкт-Петербург, Саратов, Тула, Москва, Индия, так, без ложной скромности, и много-много других городов, которые я сейчас даже не вспомню, Якутия, вот эти ребята, которые на севере, они вообще патриоты, ну просто. А еще очень часто я сталкиваюсь с тем, что у меня заказывают башкиры, кумыки, это Моздок. И вот Тульская область, там тоже кумыки, по-моему, да, кумыки. И причем они заказывают с мочеотводом. Другую люльку они просто не признают, только с мочеотводом. Еще могу отметить такой момент, что очень много современных девочек, которые сейчас довольно самодостаточные, довольно обеспеченные, но они пользуются нашими люльками, потому что это очень удобно. Ты завязываешь туда ребенка, и ребенок там спит 1,5-2 часа, у кого-то даже 3 часа спит ребенок. Лишь бы вот, ну, особенно если вот в памперсах, то, наверное, больше. Потому что девчонки очень многие начали работать дистанционно. И когда ты укладываешь ребенка, ты просто его качаешь, ну, ногой, это очень удобно, и сами работают через компьютер. Хотела бы отметить, что очень много девушек, с которых клиенток, потом подруги, не побоюсь этого слова, не знакомые, не приятельницы, а мы именно начинаем дружить, потому что они, наверное, чувствуют мое теплое отношение к себе. Даже то, что я, допустим, все комплекты бывают постиранные. Многие девочки, они мне и советуют, и поддерживают. Вот девушка с Санкт-Петербурга, она должна мне прислать люльку автоматическую, которая сама качается, только для того, чтобы мы изучили его. Это казахстанская люлька. По размерам она неудобная, маловатая. Соотношение от пола тоже перепилено, не неудобно. И она из-за этого хочет, чтобы мы на Кавказе здесь изучили это. Принцип вот этого качания, от чего качается, и габариты чуть-чуть поменяли, модернизировали, так сказать, эту люльку. Полностью укомплектованная люлька, она стоит 12 тысяч. Вот начальная цена. Это самая простая модель люльки, самый простой комплект. Ни качество, ни ткань, ничего не меняется. Просто меньше кружев, просто люлька более бюджетная. Чисто визуально меняется, но ни качество, я же говорю, ни ткани не меняются. Это вот. Но доходит до, если вот полную комплектацию взять, 16-17 тысяч. Но можно и делать больше и дороже, и круче люльки. Есть очень красивые люльки, они резные, они натуральное дерево, буковые. Это вообще, если ты покупаешь первому ребенку, и чтобы оно у вас в семье осталось, как вот семейное такое, что из поколения в поколение передается, но они стоят до 25 тысяч. Просто люлька сама, без комплектации. Я всегда советую не экономить и брать люльку минимум 90 сантиметров. Вот есть стандартные люльки 85 на 35 они, да? Но старые люльки, кстати, бесланские люльки, когда мне говорят бесланская, я уже знаю размер, там 92 на 32. Эти знаю люльки, которые чекалинские, там тоже, там 95 на 32. Вот. Эти стандартные люльки
85 на 35. 90 в идеале метровую заказывать, в идеале. Я всегда мечтала быть юристом, правда. Причем юристом, который ходит в форме, там такая вот, которая с подростками работает. Но в те времена это было недоступно моей семье, очень недоступно. Это было просто сверх чего-то, ну, мечта просто. И меня отдали, как родителям было удобно, как у нас это принято, отправляют к родственникам, и ты живешь у родственников, и училась на швейном в 15 ПТУ. Шить я там, в принципе, научилась, ровные строечки давать, какие-то вещи. Вот. Но я не могу себя назвать швеей, потому что человек, который не умеет кроить, он не считается, ну, я просто самоучка. Планы у меня очень большие. Я бы хотела открыть свой салон. Я не знаю, как это правильно назвать. Ателье, салон. Наверное, больше салон. Что-то такое, где будут выставочный вариант ателье. Хочу собрать люльки со всего мира. Потому что эти люльки, они, ну, чуть-чуть в других вариантах, они есть по всему миру. Вот просто по всему миру реально они есть. И я хочу, чтобы у меня были люльки, начиная с самых-самых старых, ну таких вот, которые реликвия семейная, да, заканчивая модернизированные, которые сами качаются. И плюс еще, чтобы разные модели стояли. И у меня вот в голове вот эта картинка, витрина, и на витрине красивые такие вот люльки разные стоят. Чтобы люди туда приходили даже просто как посмотреть на это.